Начиная работать над фильмом, я не думал, что поднимут какой-то интересный даже для меня пласт информации. Более того, я не мог предположить, что он будет связан с моим первым фильмом «Поездки в Гималаи». Тем не менее, я поднял несколько глубоких тем, каждая из которых заслуживает отдельного фильма. Я не думал, что Удмуртский край пропитан такой глубокой историей, историями людей настолько невероятных и зачастую трагичных. В этом фильме я постараюсь дать краткую историческую справку про город Воткинск, вкратце рассказать те истории и события, которые, как мне кажется, могут быть интересными не только мне, но и зрителю. Город Воткинск стал для меня малой исторической родиной. Тут я провел свое детство и юность. Тут я учился, любил, становился как личность. Честно, не думал, что судьба отправит меня из этого города в дальние странствия, и вернусь я в эти края уже спустя 20 лет. Только спустя какое-то время осознаю, как мне хватало этих мест. Как я буду рад оказаться здесь снова. Я думаю, справедливо будет начать свой цикл рассказов «Города СССР» именно с этого города. Так как для меня этот город, наверное, главный в жизни. Идея у меня родилась давно снять цикл фильмов про города СССР. Пока я жил в Москве, мне действительно удалось объездить все города бывшего СССР, все столицы. Это и Минск, и Киев, и Ташкент, и Ашхабад. И вот я всегда думал, с чего же я начну. Думал, что начну с какого-нибудь мегаполиса, с красивого города. Но судьба так повернулась, что вот прошло 18 лет, как я отсюда уехал. И спустя 18 лет я снова в Воткинске, уже полгода здесь. И я решил, что логично будет начать с Воткинска, с этого города, который мне на самом деле дорог, который для меня является стартовой точкой, поскольку здесь прошла мое детство, моя юность, молодость, и здесь началась моя карьера. Для меня этот город является и отправной точкой, наверное, сборки, как стал. После всех перипетий и большого такого отрезка жизненного пути я снова вернулся сюда, в начало. Здесь я долго размышлял о прожитой жизни, которая, в общем-то, уже не маленькая, мне 40 лет. Вот здесь я встретил 40 лет, и думаю, надо сказать, да мне есть что сказать про этот город. Много, наверное, хороших слов. Местные жители его так называют уничижительно, что маленький город, деревня, провинция. На самом деле я посетил больше сотни городов. И скажу, что Воткинск – это шикарный город, но он очень уютный. Он противоречивый, здесь много происходит событий, драм разворачивается, люди устраивают себе веселье. Вот. В семейных, по крайней мере, делах. Но быт здесь простой, и здесь людям живется, в общем-то, достаточно просто и комфортно. Посмотрите, вот какая жемчужина этого города – это пруд. Взглянуть на историю Удмуртского края мне помогла книга Алексея Иванова «Сердце Пармы». Так сложилось исторически, что Удмуртский край изначально населяли языческие народы. Упоминание о воинственном и грозном племени вагулов можно встретить в Воткинске до сих пор, район Вагулка, названный в честь этого племени. Это племя долго наводило страх на новые российские поселения вплоть до времен Ивана Грозного, и только войска стрельцов смогли взять под контроль территорию, после чего они откочевали вглубь Сибири. Поездки в Гималаи и знакомство с индийской культурой повторно заставило меня по-новому взглянуть на народ, населяющий эти земли. Я не ожидал найти в удмуртском фольклоре упоминание индийского бога Вишну, рунические символы в виде соляра на воротах, свастики в орнаментах одежды и полотенец, символы верхнего и нижнего мира на оконных наличниках. Я до этого считал, что легенда об ариях, раса людей, обладающих тайными знаниями, имеющая связями со всеми народами мира, сильно преувеличена. Воткинск. Здесь, наверное, были мои первые учителя. Вот самые, наверное, первые учителя, которых я могу вспомнить, это Кулаков Владимир Евгеньевич и Супов Георгий Павлович. Это два человека для меня знаковых, которые тоже покинули город Воткинск, учились, скитались, делали карьеру, строили. Один в Питере, второй в Москве. Это были мои такие первые учителя не только по знаниям, а по каким-то таким восприятию жизни.
И они в меня вложили дух авантюризма, благодаря которому я решил покинуть этот город. Ну, так сложилось, что сначала я переехал в Ижевск, потом в Москву. А уже работая в Москве, я и поработал на разных проектах, в разных местах. Знаковые люди, здесь интересные люди живут. Мне кажется, этот город хорош для внутренней работы над собой. Здесь не нужно строить карьеру, здесь нужно просто жить и пытаться наслаждаться. А поводов наслаждаться и способов наслаждаться здесь много. И лес, и большая река Кама рядом, и природа сказочная. Все здесь есть для счастья, я считаю. Я по-доброму отношусь к этому городу и считаю его очень хорошим. Мне всегда было приятно возвращаться после московской суеты, здесь отдыхать, быть в кругу своей семьи, своего рода. После Москвы, я скажу вам, здесь просто какой-то рай. И вот я уже здесь полгода и пока не хочу уезжать. И, возможно, все-таки я отсюда уеду на какое-то время, но вернусь, обязательно вернусь. Я думаю, старость я буду встречать здесь, именно в этом городе. Слишком много меня связывает с ним. Также по-новому для себя я открыл исторический период, связанный с революционным периодом начала 20 века. Работа с архивами и общение с историками и краеведами заставила по-новому взглянуть на события того времени, происходившие в Удмуртии. Думаю, эта часть истории, а именно Ижевско-Воткинское восстание, заслуживает отдельного фильма. Меня зовут Алла Карпеева, я ученый-секретарь Музея истории и культуры города Воткинска. Я здесь, в Воткинске, родилась. Я люблю этот город, и мне хотелось бы, чтобы вы его полюбили так же, как люблю его я. Мне хотелось рассказать о городе неформально, рассказать какие-то, показать и рассказать какие-то интересные, необычные места нашего города, подчеркнуть особенность, менталитет, есть такое слово, которое отражает характер нашего города. Ну и поскольку я здесь родилась, то коренное прозвище жителей воткинских – это чебаки. То есть я воткинская чебачка. Мы сейчас находимся в центре нашего города. Это и архитектурный, и духовный центр нашего города. Собственно говоря, это и промышленный центр города. Именно отсюда начинался город-завод. Вообще история Воткинска очень тесно связано с историей нашего завода. Воткинский машиностроительный завод – это наше градообразующее предприятие. И оно, как сейчас получилось, находится в самом центре нашего города. Это сердце нашего города, и пока оно бьется, город будет жить. Естественно, город не мог существовать без церкви. И вот на том месте, где я сейчас нахожусь, в 1760 году была построена первая церковь вообще в России, церковь во имя святителя Дмитрия Ростовского. Очень интересный момент. Дмитрий Ростовский – это реальная историческая личность, которого очень ценил Петр I в свое время. И это был один из первых музыкантов, профессиональных музыкантов нашей страны. Его называли русским Бахом. Ну и, наверное, ничего не бывает случайного. Спустя много лет, в 1840 году, в Воткинске родился Петр Ильич Чайковский, будущий великий композитор, ну и гордость нашего Воткинска. Церковь была построена здесь небольшая, деревянная, поселок рос. И, естественно, когда в 1813 году Воткинск получил очень важный и гордый для нас статус, мы стали горным городом, маленькой деревянной церкви в центре горного города было не место. И поэтому мастеровые завода, естественно, принимают предложение о начале строительства Благовещенского собора в нашем городе. И долго, конечно, он строился, было потрачено много средств, мастеровые по 5 копеек с рубля отдавали на его строительство, в те времена эта сумма была очень немаленькая, и в 1828 году собор принял своих первых прихожан, а спустя еще примерно 15 лет у собора появилась колокольня, и в этом соборе в 1840 году был крещен Петр Ильич Чайковский. Вот такая удивительная история. Ну, ничего в нашей жизни не бывает постоянного. Проходит время, случилась революция. Естественно, новое правительство боролось со всеми религиозными предрассудками, сносились церкви, соборы, храмы, мечети, все что угодно. Собору нашему еще повезло, его не взорвали. Он был закрыт. В 1929 году была снесена колокольня, и здесь некоторое время располагался театр, потом драматический театр, музыкальный театр.
И в 1959 году здесь был открыт Дом культуры имени Ленина. И поэтому сейчас, дорогие друзья, когда вы приезжаете в Воткинск, когда проезжаете по нашей великолепной плотине, это самая, кстати, большая плотина, построенная в 18 веке, многих гостей города удивляет горделивый величественный собор, который, наполовину внешне, во всяком случае, он выглядит так, как он выглядел во времена Чайковского, и из него не менее горделиво выходит Владимир Ильич Ленин, который указывает нам дорогу в светлое будущее. Автор этого памятника Василий Николаевич Керенский, который имеет отношение к тому самому Керенскому из Временного правительства. Великолепный скульптор, участник Великой Отечественной войны, который не сделал какой-то карьеры очень важной. Ему в свое время, как он рассказывал, предлагали отказаться от такой очень неудобной фамилии, стать Ивановым, Петровым, так сказать, Сидоровым. Он сказал, что я своих убеждений, и в частности фамилию, не меняю. Итак, дорогие друзья, в нашем городе есть один уникальный памятник. Несколько лет назад Центральное телевидение проводило очень интересный конкурс, самые удивительные места России. Воткинцы народ, видимо, очень такой скромный, очень не выдвинули нашу плотину на номинацию вот этих вот чудес российских. А на самом деле плотина, которая расположена за моей спиной, она поистине уникальна. Давайте задумаемся только о том, как быстро ее построили. Вообще в прошлом никакой уральский город-завод существовать без плотины не мог. Благодаря плотине появлялся на любом заводе небольшой пруд. Благодаря силе падающей воды механизмы заводские начинали работать, и таким образом появлялась на заводе энергия. Другой энергии на тот момент просто не было. И вот представьте себе, в 1757 году, в октябре месяце, графу Петру Ивановичу Шувалову императрица Елизавета Петровна разрешила начать строительство Воткинского завода. Дело к осени, осенью строительные работы не велись, а уже в апреле месяце, конкретно 3 апреля 1758 года, строительные работы у нас начались. Начали расчищать ложе будущего пруда. У нас этого великолепного пруда тогда не было. Здесь была такая тайга, болотистая местность, огромное количество рек и речушек. Нужно было все это рассчитать. Нужно было рассчитать, чтобы плотина была построена именно в том месте, где она максимально эргономична, наверное, так скажем. И если в апреле 1758 года работы начались, то уже в сентябре 1759 года, спустя 1,5 года, завод дал свою первую продукцию. Вот только задуматься, за это время появился наш огромный пруд, причем рассказывает, что дно пруда было промазано глиной для того, чтобы вода не просачивалась сквозь такую достаточно зыбкую почву. Была построена вот эта плотина, для этой цели использовалось так называемое царское дерево, это знаменитая лиственница. Благодаря огромному количеству лиственницы, которые росли в наших краях, была построена плотина и на Воткинском, и на Ижевском заводе. Плотина была, конечно, поначалу не такой широкой, не такой красивой. Ее на протяжении всего 19 века надстраивали, увеличивали. И в настоящее время длина плотины составляет более 800 метров. А в середине 18 века, когда она была построена, ее проект был настолько удачен, что, как говорят документы, все плотины, которые необходимо было построить и на Урале, и в Сибири, вот с 80-х годов 18 века за образец бралась документация, так скажем, и строительный проект вот нашей плотины. Благодаря плотине появился наш огромный Воткинский пруд, который в некоторых, сейчас документах называют Лебединым озером. Но в свое время воткинцы Лебединым озером его не называли, но лебедей-то на пруду было действительно достаточно много. Благодаря тому, что была построена вот эта плотина, наш завод стал очень быстро достаточно таким успешно развивающимся промышленным предприятием. Благодаря силе падающей воды на заводе поначалу у нас изготавливают железо, самые разные виды железа, якорные цепи, затем якоря. Но причем самое интересное это было то, что завод очень быстро, динамично развивался, но своей руды у нас здесь не было. Руду к нам привозили с Гороблагодатского горного округа. Вот такой вот интересный момент, тоже связанный с историей Воткинска. Ну а к началу 19 века Воткинский завод уже один из крупнейших уральских заводов, о котором прекрасно знают не только на Урале, но и прекрасно знают во всей России и в Европе в том числе. И мастеровые, которые трудились на заводе, они очень гордились этим. Ну а плотина уже к середине 19 века стала не просто таким гидротехническим сооружением заводским, это было место прогулок, место гуляний. И вот уже с середины 19 века воткинцы с удовольствием прогуливаются по плотине, потом переходят на набережную,
Эта традиция у нас сохранилась до сего времени. Причем именно плотина – это место, где создавались наши будущие воткинские семьи. Парни, которые гуляли по плотине, присматривались внимательно к девушкам, которые такими пестрыми, шумными стайками проходили по плотине. Они церемонно раскланивались друг с другом, поглядывали друг на друга. И вот после такого взаимного, так скажем, переглядывания молодой человек шел к девушке в Воткинский дом пить чай. И вот эта первая встреча парней и девушки у нас называлась «взглядышки». Ну, если взглядышки пройдут успешно, то там сватовство, женитьба и создание молодой семьи. Так что плотина здесь играла, в общем-то, практически, как и в заводе, ключевую роль. Доступно и подвластно. В принципе, все сбылось. Все, что я хотел реализовать, я реализовал. Все мечты, все планы, которые строились в этом городе, они вот как раз к этому этапу жизни завершились. Сейчас я приехал снова переосмыслить, чего я хочу, что я буду планировать на следующее будущее, что я буду делать. Здесь хорошо думается. Два города, в котором мне нравится поразмышлять о жизни, это Питер и Воткинск. Два противоречивых. Но знаете, те, кто уехал из Воткинска в Питер, они очень любят этот город, и они в Питере себя чувствуют как дома. То ли климат схож, то ли вот набережная большая, красивая, просторная. Не сравнить с набережной Фонтанки, но тем не менее. Очень хорошо. Наверное, мы находимся в центре нашего города. Здесь находится очень любимый воткинцами обелиск Славы. Вообще история создания этого обелиска тоже очень интересна. Ну вот в этом году мы отмечаем год 75-летия Великой Победы, и нашему обелиску в этом году исполняется 50 лет. На самом деле, если бы мы с вами сейчас перенеслись в 1969 год, на том месте, где мы с вами находимся, был очень неплохой, я бы сказала, даже роскошный для Воткинска сквер. Здесь росло очень много акаций, цветущих акаций. Здесь были такие красивые вазоны с цветами. Но, тем не менее, вот как-то так получилось, что в Воткинске не было ни одного хорошего, достойного памятника Великой Отечественной войне. Да, собственно говоря, и вообще по Советскому Союзу на тот момент памятников было еще не так много. На тот момент в Воткинске, в Воткинском районе было очень много ветеранов Великой Отечественной войны. Их, может быть, даже и ветеранами-то не назовешь. Это были еще очень энергичные люди такого среднего возраста. Многим из них было чуть более 50 лет. И вот в 1969 году при городском военкомате был создан первый в Воткинске совет ветеранов. И первое, что они сделали буквально в августе месяце на большом собрании, где было более 700 ветеранов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, было принято решение о создании памятника в Воткинске. Решено было, что памятник будет построен на народные деньги. Был объявлен сбор средств как в заводе, как в городе, так и в Воткинском районе. И в течение достаточно короткого времени было собрано почти 70 тысяч рублей. По тем временам сумма более чем достаточная. Решено было точно так же сделать памятник не похожим на другие. Но для этого нужно было все равно представлять, какие есть памятники. Поэтому ветераны Великой Отечественной войны, кто-то сам съездил, предположим, в гости там на тот момент в Волгоград, в Ленинград, в Крым, делали фотографии тех памятников, которые там поставлены, просматривали альбомы. И больше всего нашим ветеранам понравился обелиск Славы на Сапун-горе в Севастополе. Он тоже такой устремленный вверх. И решено было, что вот какие-то идеи этого памятника должны были быть положены в основу нашего обелиска. Среди архитекторов, художников Воткинска был объявлен конкурс на лучший проект обелиска. В этом конкурсе победил замечательный заводской архитектор Николай Леонидович Зверздынь. Его проект был единодушно принят, и началось строительство. Обелиск у нас стал очень таким знаковым для Воткинска. И вообще с ним связано много каких-то интересных историй. Здесь всегда встречались ветераны Великой Отечественной войны. И вот обелиск был открыт очень торжественно 9 мая 1970 года. Здесь собралось очень много горожан. Здесь были ветераны Великой Отечественной войны. Так вечный огонь у обелиска зажигала наша землячка, герой Советского Союза Нина Захаровна Ульяненко. Знаменитая женщина-летчица из того авиационного полка «Ночные ведьмы». Да, то есть она наша землячка. Да, вот ей там, по-моему, да, совершенно верно. И здесь мы можем видеть вот такие вот стеллы, на которых указаны имена героев Советского Союза, наших земляков. На самом деле их действительно много, их 13 человек, и среди них практически половина это летчики. Это тоже удивительная история, тоже характерная для Воткинска, потому что еще в 1936 году в Воткинске был создан аэроклуб, и молодые ребята, это 30-е годы, все стремились в небо, молодые ребята-воткинцы, очень многие там обучались. И вот Нина Захаровна была в числе вот как раз курсантов этого аэроклуба. Вот такая удивительная история. Вообще в Воткинске очень много
много таких космических, я бы сказала, историй, космических каких-то тем. Ну и вот одна из таких таинственных тем, почему я говорю о космосе, вот эта идея строить город на 7 холмах, она пришла очень давно, из глубокой древности. Когда-то древние шумеры, прекрасные астрономы, нашли 7 звезд, это Большая Медведица, как бы мы сейчас сказали, и считали, что, такая легенда появилась, что если на Земле будет 7 возвышенных точек, и город или населенный пункт на ней построить, то городу суждено долгая и счастливая жизнь. Москва, Иерусалим, Смоленск и очень много городов вот у нас на 7 холмах находится. Так это или нет, но говорят, Воткинск тоже на 7 холмах. Кто читал произведение Александра Иванова, он как раз пишет про эти края. Он говорит, что да, вот было такое поселение, точнее племя вагулов, могущественное, вгоняющее там в ужас другие народы или завоевывающие их. Вот здесь это место связано с этим племенем или нет? Совершенно верно. Как говорят наши историки, как говорят наши краеведы, у нас есть, это район сейчас Воткинска, самый дальний район Воткинска, Вагулка. Вообще раньше это была деревня Вагулка. Название этой деревни происходит как раз от кочевых вагулов, которые в первой половине 18 века жили на территории, где впоследствии был построен наш Воткинский железоделательный завод. Пасли оленей. Оленей можно было увидеть вот в наших лесах. В Удмуртии водились олени. Да. Вот здесь было даже, говорят, больше оленей, чем лосей. А потом, когда, я так полагаю, начались вот строительные работы, когда здесь появляются пришлые люди, народ этот очень такой закрытый, видимо, чтобы их не беспокоили, они просто откочевали в Западную Сибирь. Вот вагулы в Западной Сибири не в большом количестве, но они до сих пор есть, вот эта народность. Ну, а если говорить еще о легендах, то есть другая, не менее удивительная легенда, которая была записана в свое время одним из первых воткинских историков Василием Федоровичем Берниковым в конце XIX века. У нас в Воткинске есть такое место, как первый южный поселок. И там есть достаточно такое большое поле, которое у нас в Воткинске традиционно называли Городище. В 30-е годы XIX века там даже была деревня под названием Городище. Но ничего так просто не бывает. В 1838 году, когда к нам на Воткинский завод, на Воткинском заводе, вернее, активно работает Илья Петрович Чайковский, он за год до этого приехал, он возобновил деятельность ученого общества, и вот инженеры, специалисты, они, значит, изучают окрестности завода, проводят геологические работы какие-то, археологические, примитивные, тем не менее, раскопки. И там были обнаружены, странные топорики какой-то непонятной формы, о чем было сообщено, куда следует по инстанции, так скажем. И уже в 30-е годы XIX века в Вятской губернии было отмечено, что да, есть какие-то древние памятники на территории Воткинского завода. К концу XIX века археолог Андрей Спицын проводит здесь у нас исследования и приходит к выводу, что вот на том месте, где у нас сейчас расположено Городище, жили люди в 3-5 веке нашей эры. Это мазунинская культура. То есть история Воткинска, если мы будем ее считать от 3-5 века, она уходит вглубь времен, во времена Древнего Рима. Да, Древнего Рима, Древней Греции и Египта. Совершенно верно, вот так вот. И, возможно, вот с тем, что люди находили когда-то вот такие, непонятные, на их взгляд, орудия труда, появилась такая легенда. Хотя, кто знает, в любой легенде есть доля истины. Эта легенда говорит о том, что когда-то в наших краях жило племя небольшого роста, они были очень смуглые, звали их Чучка. И вот когда здесь появились белые люди, то есть начинается строительство завода, по одной версии Чучка ушли под землю, и больше их никто не видел. По другой версии, вот здесь, где мы сейчас с вами находимся, Чучка построили большой чум, зашли все туда, подрубили стойки этого чума и сами себя погребли под землей, с тем, чтобы не жить вот среди этих чужих для них людей. Две версии этой легенды существуют. Причем самое интересное, что легенда о маленьком низеньком народе, который называется Чучка, существует на всех уральских городах-заводах. То есть эта легенда характерна именно для Урала. И, возможно, она появилась не просто так, действительно, какие-то древние люди здесь жили, и, возможно, те подземные ходы, о которых я говорила, возможно, это останки каких-то вот древних сооружений вот этого неведомого народа. Это легенда, кто знает. В общем-то, нам предстоит это все изучить. Сейчас мы находимся на одной из старых улиц нашего города. В прошлом это улица Поповская, сейчас это улица Ленина. Конечно, в любом городе центральная улица должна быть названа именно улицей Ленина. Вообще, надо сказать, что на этой улице, к нашему счастью, сохранилось еще достаточно большое количество старинных воткинских домов, которые
ну, вот, отражают какую-то нашу особенность, нашу самобытность. И один из таких домов расположен также именно на этой улице. Если к нему присмотреться, видно, что дом обстоятельный, серьезный, у него большие окна, и эти окна украшены очень красивыми наличниками. Вообще в Воткинске говорили так, что окна в доме должны быть большими. Окна улыбаются, это главный был термин, характерный для города. Стекла окон должны были быть хорошо промыты, это была забота женщины, они должны быть украшены цветами, а уж украсить само окно наличником, это была, конечно, работа мужчины. Наличники в Воткинске действительно просто неповторимые. Многие из них украшены растительным орнаментом, есть наличники так называемым театральным орнаментом. А сейчас мы с вами находимся около дома, который украшен наличниками с промышленным орнаментом. Это так называемый промышленный дизайн, мы, наверное, бы сейчас сказали. Мы вспомним о том, что Воткинск – это город-завод. У нас здесь всегда было очень много замечательных мастеровых, которые не только трудились для того, чтобы заработать деньги, это, в общем-то, так и должно быть, но трудились, как говорили у нас, как песню пели. И поэтому многие вещи, которые они делали, получались просто уникальными. И вот это уникальное мастерство, вот эта особенка, вот это творческое отношение к труду находило выражение даже вот в обравлении и в украшении самого дома. Если мы присмотримся к этим наличникам, мы видим, сначала дети обычно говорят: ой, улыбающаяся рожица. На самом деле это нам улыбаются шестеренки, которые характеризуют вот промышленный статус нашего города. И вот такие наличники с промышленным дизайном в Воткинске встречаются достаточно часто. Как говорят специалисты, вот наличников именно с таким промышленным дизайном вообще в России, ну, можно по пальцам буквально перечесть. Поэтому мы являемся обладателями вот такого уникального статуса. Отдельно пару слов про два учебных заведения, в котором я не учился, но меня многое связано с ним. Это музыкально-педагогический колледж. Мама отработала в нем больше 30 лет. Вот. А поскольку у нас у одних из первых была видеокамера в те времена, я часто туда захаживал как видеооператор и участвовал, в общем-то, в жизни колледжа, в его студенческой, веселой. Хорошие были времена, интересные студенты, интересные люди там учатся. Я считаю, что вообще профессия учитель одна из самых счастливейших. Не знаю, как в школе, но в университете или в учебном заведении, где царит дух творчества, веселья, задора, а это в Муспедколледж, это однозначно. Мне кажется, там работают счастливые люди, и коллектив хороший, атмосфера хорошая. Была бы моя воля, был бы я музыкантом, а не пошел бы в инженеры, я бы именно туда бы и пошел, отработал бы вот в этой среде всю свою жизнь. И мой университет, мне повезло, что учителя у меня были не только выходцы из местного города, а я еще застал ту эпоху, когда город формировался из приезжих специалистов, и наш институт славился преподавателями, которые приехали из Москвы или поработали в Москве, или поучились в Москве и в Питере. И вот этот взгляд разнообразный, он многое дал. Та атмосфера в институте тоже была замечательная. Я вообще считаю, что институт для молодых людей, вообще для человека, может быть самым счастливым временем в его жизни. Потому что все естественно, все строится не на духе выгоды, а на каком-то таком единении. Вспоминаю институт с теплотой. У меня было много коллективов. Я много где и учился после института. И это было и в Ижевске, и в Москве, и даже за рубежом. Но самое веселое и беззаботное это был институт. Он многое дал. Как ни странно, я мог конкурировать с этим образованием, с московскими специалистами. С Бауманкой, конечно, и МИФИ тяжеловато, за МГТУ имени Бауманова конкурировать. И с Московским институтом физики. Там серьезные специалисты. Но, тем не менее, Чешский технологический институт мне присвоил PhD на той базе научной работы, которую я там получил. Вот. А мы все знаем, что европейцы относятся сурово к русской науке, немножечко даже предвзято. Это стоило мне больших трудов. Но, тем не менее, мне этой базы хватило. И этой базы хватило мне поработать и над российскими проектами, и над международными. Вот, я уже спроектировал и запустил. По моим проектам запущены 10 атомных станций, они работают. Вот, спасибо учителям и филиала нашего, и Ижевского государственного технического университета. Хорошую базу дают. Если правильная мотивация, и ты общался с правильными людьми, и нашел себе какого-то ментора и куратора, а мне повезло, в общем-то, мной занимались индивидуально. Лебедев и Кулаков,
и Исупов Георгий Павлович. Вот. Это были 3 ментора, которые мне дали что-то больше, чем дается в рамках общего образования, а наставляли меня, учили нестандартно подходить к проблемам. Благодаря этим подходам вот я многое приобрел. Про ЖГТУ могу вспомнить своего научного руководителя Щеняцкого Алексея Валерьевича. Тот вообще монстр в физике твердого тела и механике сплошных сред. Вот. Периодически, когда я задирал нос после Москвы и приходил к нему о чем-то посоветоваться, он мне при помощи ручки, карандаша и обычного листочка бумаги за 3 минуты доказывал, что я еще ничего не понимаю, ничего не знаю. Вот. Серьезная школа, серьезные ребята работают в нашем университете. Планы на жизнь? Нет, никаких абсолютно планов. Вот я сейчас полностью в потоке. Я 40 лет жил по графику, по какому-то плану, а сейчас я живу в моменте. Наступил такой период, когда надо просто остановиться. Кстати, я заметил, мои друзья, про миграцию можно сказать, отдельно пару слов. Из этого города со мной уехало много друзей. Некоторые из них работают в Праге, некоторые в Гамбурге. Я к ним приезжал, это уже такие солидные состоявшиеся дядьки с квартирами в центре столицы, с красивыми видами на Пражскую площадь. Мне приятно было у них останавливаться. Вот. Они все ставили жизнь на паузу, и периодически некоторые из них приезжали обратно в Удмуртию, кто в Воткинск, кто в Ижевск. И я иду по их пути, я тоже поставил жизнь на паузу, оставил все, вернулся сюда. И пока размышляю, наслаждаюсь моментом. Новой власти расколол жителей на 2 непримиримых лагеря. После прихода советской власти наступила временная анархия, выросла преступность, исчезли государственные заказы на вооружение, которым кормился край, что привело к безработице. Также были ликвидированы частные кузни и любое подворное хозяйство. Под запрет попало даже рыболовство. Все это и многое другое привело к недовольству воткинцев. До прихода Колчака воткинцы присоединились к Ижевскому восстанию, которое не удавалось погасить еще долгое время. Сложно давать оценку тому времени и принимать чью-то сторону. Процитирую только слова очевидца тому времени. Новая власть начала как шайка преступников и разбойников. В конечном итоге пришла к правилам, порядку достойных лучших представителей аристократии. Белая власть начала восстанавливать порядок согласно кодексу чести и достоинства высшей аристократии, а закончила как преступники и разбойники. Вот сейчас мы находимся на месте, которое до недавнего времени для Воткинска было знаковым. Это так называемая Партизанская площадь или Братские могилы, как мы его называли в Воткинске. Здесь установлен памятник жертвам белогвардейского террора. Этот памятник был установлен в июньские дни 1959 года, когда отмечали 40 лет установления советской власти в нашем городе. В настоящее время памятник этот находится, не слишком в хорошем состоянии, но все равно здорово, что этот памятник сохранился, потому что это часть нашей истории. Это часть истории, которая связана с трагическими, страшными, не до конца известными и понятыми еще событиями времен Гражданской войны. Вот только сейчас исследователи очень активно занимаются этой темой, только сейчас открывается большое количество архивов. Мы располагаем многими документами, которые не были введены до этого в широкий круг исследовательской работы. Но, к сожалению, конечно, сейчас уже нет очевидцев этих событий. И многие события, о которых хотелось бы узнать из первых уст, мы знаем уже в пересказе их внуков, их правнуков. И, конечно, вот я считаю, мы не вправе судить, кто был прав, кто был виноват во время этих событий кровавых и трагических 1918-19 года. Но вот давайте только представим себе, как это все развивалось, вся эта история. Итак, 1917 год, власть в стране перешла к временному правительству, император Николай II отказался от власти, и, как рассказывают наши источники, которые сохранились в документах, в газетах, а у нас в Воткинске издавалась газета, она так и называлась «Воткинская газета», в Воткинске появляется огромное количество агитаторов. В одном углу площади агитируют за большевиков, в другом углу площади агитируют за социал-демократов, за меньшевиков, за анархистов, за максималистов. Здесь появляются еще кадеты. И вот как простому сельскому обывателю, так называли наших воткинских жителей, как разобраться им вот в этой через полосице взглядов, предложений каких-то. Причем представитель той или иной партии выступает очень хорошо, очень профессионально, и каждый говорит о том, что именно он прав, и именно его программа является самой верной и самой точной. И вот чтобы понять, насколько это было сложно, в свое время мы в музее провели
провели, ну, своего рода такой небольшой психологический эксперимент. Мы распечатали программы 6 наиболее популярных партий наших воткинских без обозначения этой партии и предложили всем нашим посетителям, которые к нам приходили, проголосовать за ту партию, программа которой им кажется, ну, максимально приемлемой, максимально удобной, максимально комфортной для жизни. Воткинцы с удовольствием откликнулись на этот эксперимент. Было распечатано у нас 200 вариантов. И когда мы подсчитали и подвели итоги, то оказалось, что наши современники все являются сторонниками партии меньшевиков. Большевистская программа партии завоевала, ну, получила, наверное, ну, 5-6, может быть, процентов. То есть точно так же отреагировали на программное положение партии меньшевиков и наши предки в 1918 году. Поэтому понятно, что когда начинаются все вот эти вот революционные события, для воткинцев программа меньшевиков была максимально удобной, максимально комфортной. Кроме того, надо отметить, что воткинцы жили всегда своим хозяйством, у них было большое подсобное хозяйство. Они работали, мужчины работали на предприятии, которое всегда было связано с государственным оборонзаказом, будем так говорить, и поэтому они во многом зависели, конечно, от государства. И когда произошел слом вот этой системы, когда нет государственных заказов, когда к нам приезжают красноармейцы из Кронштадта, это революционные матросы, которые, проходя по Воткинским улицам, с ужасом видят, что воткинцы, коренные потомственные воткинцы, живут в домах, хороших, крепких обстоятельных домах. Во дворе очень много домашней скотины, есть огород, есть кузница, есть покосы, есть земельные угодья, то так жить пролетариат просто не мог. Это вообще было, безусловно, неправильно. И поэтому начинается вот в 1918 году не только в Воткинске, но и в Ижевске, в купеческом городе Сарапуле, вот экспроприация вот этого, ну, неправильным путем нажитого имущества. И для воткинского мастерового было непонятно, как дом, который строил он, строил его отец, его дед, куда они вкладывали все свои силы и средства, вдруг получается, что этот дом нужно отдать. Отдать, например, для революционных матросов, либо в этом доме будет размещаться какой-нибудь клуб, а семью просто-напросто выселяют на улицу, потому что дом слишком большой. Кроме того, когда воткинцы узнали о том, что вся рыба, которая находится в каме и в пруду, является собственностью государства, и когда воткинский рыбак отправляется на рыбалку и выясняется, что он похитил государственную собственность, и его привлекает к ответственности, это тоже было совершенно непонятно мастеровым Воткинского завода. И вот такие перегибы, совершенно, конечно, глупые, мы это сейчас понимаем, они происходили ведь не только в Воткинске, они происходили в Ижевске, они происходили в Сарапуле. И вот на этой волне, конечно, невозможно было разобраться, как вести себя в этой ситуации. А тут нашлась группа активных деятелей. И в Ижевске, и в Воткинске у нас был союз фронтовиков, который поднимает вот это восстание против родной, казалось бы, советской власти. И рабочие считают, что вот, ну, очень много у нас сохранилось таких воспоминаний в музее, где говорится о том, что большинство жителей Воткинска восприняло вот события революции как очередной бунт, который, ну, слишком затянулся, который рано или поздно будет закончен, и все вернется на круги своя. И, естественно, они, как законопослушные граждане, должны, ну, помочь от возвращения этого законного порядка. Причем очень многие воткинцы, ведь они не были монархистами, они не наставили на том, чтобы было восстановлено правление императора. Они были за временное правительство, они были за Совет рабочих депутатов, но в основной своей массе без большевиков. И вот все эти разногласия, они подпитывались, естественно, умелыми провокаторами. Это не без этого. И в конце концов восстание вспыхнуло. Это было самое крупное восстание. Это было против родной советской власти. Начинается оно в Ижевске 17 августа 1918 года. И через некоторое время, буквально через несколько дней, перекидывается к нам в Воткинск. В течение нескольких месяцев Воткинск был в руках восставших. Опять же, восставшие установили свои правила, свои порядки. Здесь издавалась газета, продолжала издаваться Воткинская газета. Здесь все делалось для того, чтобы воткинцы не чувствовали себя беззащитными. Но, с другой стороны, например, на Воткинском заводе были сделаны баржи, которые в связи с обстоятельствами, которые происходили в стране, не были отправлены заказчику. И вот эти пустые баржи решено было использовать как баржи смерти, как баржи тюрьмы. И там содержались воткинцы, которые выступили активно за советскую власть.
власть. Нельзя сказать, что все воткинцы там были уничтожены или расстреляны, но погибших среди них было много. Я думаю, что Сергей Константинович Просимов об этом подробнее расскажет. Так вот, когда Воткинск был освобожден, или Воткинск был занят войсками Владимира Мартыновича Азина. Разные у нас мнения есть на этот счет. Перед Благовещенским собором города, где мы с вами уже были, была вырыта огромная братская могила, и там было похоронено 123 жертвы белогвардейского террора, так сказано в документах. Для Воткинска, конечно, это было страшное, потрясающее событие, но проходит полгода, и в Воткинске появляются колчаковские войска. И первое, что делают колчаковцы, они разрывают эту огромную братскую могилу, вывозят оттуда гробы, свозят на окраину города, где мы сейчас с вами находимся, это была самая окраина города. Здесь было скотское кладбище. Эти гробы складывают штабелями, и пленных красноармейцев, которые у них здесь были, они заставляют эти гробы устанавливать, обливают все это горючими веществами, керосином и поджигают. Воткинцы говорят о том, что большего ужаса они просто видеть ни за свою жизнь не видели, когда вот уже погибших людей, как бы вторично казнят. Причем самое это сейчас выясняется интересное, что сделано-то это было, конечно, очень эффектно, страшно эффектно. Но в это время, 1919 год, идет эпидемия тифа. И вот эта огромная братская могила, которая была в центре нашего города, она была очень неглубокой. И с тем, чтобы избежать распространения вот этой инфекции, весна, талые воды размывают вот эту огромную могилу, колчаковский доктор говорит о том, что эту могилу нужно убрать из центра города, чтобы спасти жителей. И вот решено было сделать, с одной стороны, доброе дело, а с другой стороны, вот такой устрашающий элемент присутствовал. И вот все эти гробы были вывезены вот сюда, на это место, здесь они были сожжены. И вот это место в Воткинске долгое время пользовалось, не дурной славой, но его обходили просто стороной. К десятилетию событий в 1929 году здесь был установлен маленький деревянный монумент, который напоминал воткинцам о событиях того страшного времени. А спустя еще 30 лет, уже после Великой Отечественной войны, в 1959 году был установлен вот этот памятный обелиск. У него на передней стороне этого обелиска было великолепное бронзовое изображение борцов за советскую власть, выполненная по проекту воткинского скульптора Михаила Тутынина. Но, к сожалению, сейчас этого барельефа нет. В безумные нулевые годы барельеф был кем-то похищен, и вот уничтожен. То есть часть нашей истории снова оказалась как бы в забвении, что ли. Конечно, очень необходимо, чтобы этот монумент был восстановлен. Сложно сказать, как бы мы повели себя в той ситуации. Потому что легко вот нам сейчас политизировать и морализировать, что вот те были неправы, другие были неправы, но мы не знаем, как бы мы себя повели в той или иной ситуации. То есть сложно сказать, и поэтому осуждать ни тех, ни других мы просто не имеем права. Я просто хотела бы рассказать об одном очень интересном человеке, который оказался втянут вот в эти жернова исторические. Это Константин Чубуков, совершенно молодой человек, сын Павла Андреевича Чубукова. Его отец был мастером кузнечного цеха, это потомственная семья тоже мастеровых Воткинского завода. Его отец был очень уважаемым человеком, и, кстати, во время событий 1905 года, события Первой русской революции у нас тоже имели место. Так вот, его отец Павел Андреевич был председателем Совета рабочих депутатов в Воткинске. То есть человек очень уважаемый. К сожалению, он рано скончался, семья осталась большой очень. И вот Константин был старшим сыном в этой семье. Он взял на себя ответственность за то, чтобы прокормить семью, за то, чтобы его младшие сестренки получили бы образование гимназическое. Он работал на заводе. Человек был удивительно творческий, очень нежный, очень тонкий, такой ранимый. Играл в любительских спектаклях, хорошо играл на гитаре, пел, сочинял стихи, выписывал у себя в блокнотик понравившиеся стихотворения. Очень любил жестокие городские романсы. Это вообще характерно для Воткинска. Человек совершенно мирный, совершенно далекий от каких-либо там политических потрясений. Обвиняя себя, что вот она не спасла сына, но в то же время она понимала, что в этой ситуации поступить по-другому она не могла. И вот таких трагедий очень много. В общем-то, да, здесь были противоречия и баржи смерти, с одной стороны. И перекосы вот с другой стороны, то есть и расстрелы были совершенно безумные. И опять же говорить, если вот так отстраненно и очень объективно, мы не можем, потому что очень мало сохранилось документов. Это было не то время, когда там фиксировали, сколько человек, предположим, арестовано, сколько человек там расстреляно. И
Руководитель восставших, бывший капитан царской армии Юрьев, тоже личность весьма странная и противоречивая. Не сохранилось ни одного документа. Вернее, как, сохранились документы с его подписью, не сохранилось ни одной его фотографии. По одной версии говорится о том, что он был расстрелян в 1921 году, по другой версии, что его где-то нашли в Средней Азии там, в 1936 году и привезли сюда на место. По третьей версии говорят, что он спокойно уехал в Соединенные Штаты Америки. То есть что за личность? Почему именно он стал во главе восставших? Как нужно было ему сделать, вот, чтобы спровоцировать Воткинск на восстание? Ведь из Воткинска, вот вообще по большому счету, после этого восстания уходит так называемая наша рабочая элита, уходит рабочая аристократия. Самые высококвалифицированные рабочие, специалисты в самых разных областях, они покидают Воткинский. Завод ведь у нас потом впоследствии с 1922 по 1925 год не работал. Оборудование заводское было увезено, были увезены чертежи, наработки какие-то. То есть красные отступают, часть оборудования увозят, белые отступают, условно говоря, часть оборудования увозят. То есть, в общем-то, стоял вопрос о том, чтобы завод закрыть именно тогда, потому что, потому что численность населения в 2 раза уменьшилась. Предприятия-то как такового нет, все разорено. Но воткинцы, вот те, кто вот остались, они отстояли свое родное предприятие, и в сентябре 1925 года завод снова заработал. То есть это состоялось второе рождение интересно, завода. на каких это ресурсах было сделано, потому что действительно ушло сколько, 30 тысяч? Да. Часть к этому времени вернулись. Кто-то там, потому что кто-то из Сибири вернулся, кто-то... В это время, кстати, очень интересная история начинается. В это время в Воткинск приезжает очень много крестьян. Это тоже такая любопытная история. Вот та же Капитолина Константиновна, которая работала у нас в музее, вот она потомственная воткинская жительница, великолепная, умнейшая, интеллигентнейшая женщина, но вот когда вот мы с ней разговаривали, иногда у нее так вскользь проскальзывало, вот она из деревни приехала. То есть это вот какое-то давнее неприятие воткинцев, людей, которые были здесь чужими. Вообще в Воткинске к чужому человеку относились очень настороженно. Вот если почитать документы, связанные с уральской горнозаводской промышленностью, вот вообще для Урала, это характерно. То есть мастеровые заводы здесь работали из поколения в поколение, это своего рода такая закрытая каста, это такое, как в Европе, цех такой мастеровых. И принимали постороннего сюда с большим трудом. Неудивительно, если, в общем-то, Удмуртия формировалась, и сюда были переселенцы еще и старообрядцы, староверы. То есть это замкнутая каста была, такая, каста. Совершенно верно. И вот когда люди приезжают из деревни, они приезжают со своим менталитетом, со своими взглядами, они были чужими. Именно тогда, вот в 20-е годы, в Воткинске появляется такая традиция, как пение частушек на улицах. У нас до этого никогда не пели частушки, это было неприлично, это было невозможно просто. Можно было услышать уже нецензурную брань на воткинских улицах, это тоже раньше было недопустимо. То есть это было просто невозможно. Если кто-то выражался нецензурно, считалось, что это уже человек, совершенно опустившийся. Что еще был такой интересный момент, тоже характерный для Воткинска? В Воткинске маленьких детей в семьях называли уменьшительно-ласкательными именами. Там Юрчик, Ванчик, например, но ни в коем случае не Юрка, Ванька. Считалось так, что ребенок с детства должен понимать ласку, и с другой стороны ребенок носит имя какого-то святого. И если мы будем называть его там обзывательно, так скажем, мы таким образом оскорбляем святого. А человека приучаем к тому, что он относится к себе, как к холопу, так скажем. И что тоже интересно, в Воткинске хорошие мастеровые уже в XIX веке их называли по имени-отчеству. А вообще, в принципе, в XIX веке по-прежнему отчество было только у дворян. Крестьянин не имел отчества. А в Воткинске мастеровой он имел имя и отчество. Вообще при царской России рабочий или инженер, он как военный присваивался. У него был китель, знаки отличия, петлички. Сейчас, кстати, идет возрождение традиции в горно-рудном деле, по крайней мере, студенты уже начинают носить форму. Да, совершенно верно. И вот у нас в принципе, рабочий на заводе не работал, он там служил. Нужно было беспорочно отслужить 25 лет, и он уходил в отставку или, так скажем, на пенсию.
В общем-то, понятно, да. И поэтому вот этой старой традиции породили противоречия, неприятия нового. Я понимаю, потому что здесь есть и уклад, и поддержка государства, и лояльность государства была старорежимному сильная. И тут все это вот прям через колено ломалось. И да, и, в общем-то, ломалось серьезно. И в Воткинск, я знаю, взяли только элитные латышские стрелки, которые пришли в количестве 5000, и там 2 бронепоезда. Они смогли взять и Ижевск, и, в общем-то, впоследствии Воткинск. Ну и как взять? В принципе, люди просто отсюда ушли, когда поняли, что проиграли. По сути, сражение как таковое было, но не сильное. То есть люди просто стали уходить. С Колчаком ушла большая часть жителей города, почти 90% всех работников завода и большая часть жителей, часть из которых дошла до Маньчжурии. Некоторые вынуждены были эмигрировать в Лос-Анджелес, и там до сих пор существует Воткинская ижевская община. Часть жителей впоследствии вернулась и не пострадала от репрессий, но не всех коснулась данная судьба. Наиболее ярким событием красного террора стал расстрел семьи Чернышовых. Их родственник Федор Чернышов упоминается одним из жителей города 1824 года. Родственник этого человека, Андрей Чернышов, стал священником, закончил семинарию духовную, был впоследствии настоятелем Благовещенского собора в городе Воткинске. И похоронен он здесь у нас на кладбище, его могилы. И вот отца Андрея, он был краеведом, есть у него книга своя, опубликованная в свое время, в XIX веке. У них с матушкой было 9 детей, и 3 из 7 сыновей стали священниками, а 2 дочери вышли замуж за священников. Один из этих 3 сыновей, отец Николай Чернышов, как раз мученически пострадал в годы революции от безбожной власти. Сам отец Николай родился еще в XIX веке и, будучи священником, был одновременно очень образованным и культурным человеком. Он был почетным членом Воткинского общества любителей драматического искусства Петра Ильича Чайковского. Вот. Он 25 лет преподавал, занимался, как это правильно выразиться, образованием людей. Он преподавал и в женской гимназии. То есть историческое, духовное, наверное. Да, такие должности занимал. И кроме того, его очень всегда тревожила любая боль народа, любая трагедия народа. И одна из главных трагедий народных в те времена это было пьянство, повальное пьянство. И поскольку еще с 19 века, с конца 19 века получили большое распространение общества трезвости по всей России, тогда их насчитывалось около 2000, в которых состояло около 500 000 человек. Одно из таких обществ по благословению отца Иоанна Кронштадтского отец Николай организовал в Воткинске. Отец Иоанн Кронштадтский приезжал в Сарапул, и отец Николай получил от него в дар икону Божией Матери. По преданию эта икона была всех скорбящих радость. Образ. И 500 рублей материальной помощи в тех деньгах. 500 рублей большая сумма по тем. Да, по тем дореволюционным временам это была большая сумма. Это более 2 годовых оклада, наверное, если не 3. Может быть и так, на самом деле. Вот. И здесь напротив Благовещенского собора, на берегу пруда, было здание двухэтажное. И в нем отец Николай устроил клуб трезвости. Там устраивались и чаепития, давали обеды дешевые для малоимущих. Вот, там он вел свои лекции, занимался с пьющими. И надо сказать, что все вот эти его усилия, направленные на отрезвление народа, были не бесполезными. В действительности пьянство на заводе пошло на убыль. Но это сейчас город Воткинск называется городом. В те времена это был завод, он городом не назывался. Так вот, в заводе пьянство пошло тогда на убыль. Отец Николай тоже, в свою очередь, был настоятелем, как его отец, настоятелем Благовещенского собора был. Когда он выходил из храма, настолько за десятилетие его богослужения, за его самоотдачу всецело людям,
его настолько любили, что когда вот он выходил из собора и шел домой по улице, то люди колоннами стояли с двух сторон, прося его благословения, прося его совета. До самого дома его провожали после богослужения. И когда была русско-японская война 1905 года, отец Николай принял и участие в помощи воинам, находящимся на войне, состоял в обществе Красного Креста. И когда началась революция, началась гражданская война, было Ижевско-Воткинское восстание, в котором он тоже принял участие. Вот, его матушка, его супруг, дочь Варвара, перевязывала раненых, как бы помогала лечить, была сестрой милосердия, помогала лечить раненых. Сам он духовно окормлял людей, как священнослужитель. Дело в том, что отец Николай рано вдовел, и у них с матушкой было 4 детей. И одна из дочерей, Варвара, осталась до самого конца со своим отцом. Она не вышла замуж, хотя имела предложение. Она получила образование светское. Так же, как и отец ее, преподавала в гимназии. Но отказалась выйти замуж, сказав, что отца одного не оставлю. Вот, и ходила за отцом. Была ему помощницей во всем. И в трудах его, и в домашних делах. И в годы революции тоже принимала активное участие вместе с отцом. В конце 18 года их обоих арестовали, и 2 января 1919 года их расстреляли. Расстрел осуществлялся на территории пруда, около дома музея Петра Ильича Чайковского, напротив его дома, на берегу пруда. Там были леса, то есть лес с верховья пруда сплавляли до центра города и складывали его на берегу. И вот напротив этих вот бревен, можно сказать, этих сложенных, их стреляли. Причем узнали об том, что расстреляли отца Николая с дочерью случайно. Был морозный день, и один из расстреливавших зашел неподалеку в дом согреться и сказал: сегодня стреляли Длинногривого, так он назвал отца Николая. Вот. И по свидетельству, как осуществлялся расстрел, дочь Варвары настолько крепко вцепилась в своего отца, отказалась оставить его, что ни расстреливавшие, ни отец Николай не смогли ее от себя оторвать. И так ее расстреляли первой. А отца Николая требовали снять, чтобы он снял крест, но он отказался это сделать, сказал, что расстреляйте, тогда и снимите. Причем тот солдат, который расстреливал, рассказывал, что вот стреляли Длинногривого, никак не могли его расстрелять. Стреляем, он все стоит, все что-то шепчет и шепчет в это время. Скорее всего, конечно, шептал молитву, может быть, за упокойную, о дочери своей, о себе самом, о близких убиенных. И расстреляли их, поскольку это была зима, закопали неподалеку, очевидно, и не глубоко. И они не могли испортиться, конечно, то есть их тела не могли испортиться в это время. Когда пришел Колчак, их из земли изъяли, принесли в Благовещенский собор, и там устроили всеобщее прощание, потому что народ его очень любил. Эти годы, десятилетия преподавания, десятилетия богослужений, он был известен всему народу, и было всеобщее прощание с отцом Николаем и его дочерью Варварой. И после этого прощания его похоронили на нашем кладбище, у Спасо-Преображенского храма, на Горное кладбище. Тогда это было единственное здесь действующее кладбище в Воткинске. И поскольку это все документально не фиксировалось, из уст в уста просто передавалось из поколения в поколение, что расстрелянные отец Николай и Варвара были похоронены здесь, вот на этом месте. Здесь была просто могила одна, один общий был холм, и был крест, безымянный крест. И когда уже речь пошла о том, что канонизировать отца Николая и найти его мощи,
Живых свидетелей уже не осталось, тех, кто мог бы сказать, что они здесь, похоронены здесь. Но поскольку мы помним слова, передававших нам, где они были похоронены, мы указали археологам, что место захоронения здесь. Так это или не так, это можно было выяснить только раскопав. И когда выкопали могилу, действительно оказалось, что они похоронены здесь. Вместе в одной могиле? Не просто в одной могиле. Это был один общий гроб, широкий. И они были положены в одном гробу. И между ними была единственное, что сделана доска, разделявшая отца Николая и его дочь Варвару. Нельзя обойти историю Воткинска без упоминания великого композитора, прославившего не только город, но и Россию, Петра Ильича Чайковского. Думаю, благодаря ему в городе развито музыкальное и художественное образование. Есть музыкально-педагогический колледж, 2 музыкальные школы и школа искусств. Я очень рада вас приветствовать в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского. И сразу вам скажу, что в Воткинске, в маленьком Воткинске, тихом Воткинске, Петр Чайковский, будущий великий русский композитор, он родился и прожил только первые 8 лет жизни. И вообще в старину говорили, что 8 лет – это еще младенческие годы жизни. Но, как я уже говорила, до конца дней Чайковский, он с такой любовью вспоминал Воткинск. И даже перед смертью он однажды сказал: «Я мечтал бы вернуться в Воткинск, чтобы просто подышать воздухом Воткинского дома». То есть вы понимаете, что для Чайковского Воткинск это были вот такие дни безмятежные, лучезарные, какими могут быть дни только нашего детства. И навсегда Воткинск оставался вот тем добрым, теплым приютом в воспоминаниях, в который возвращался Петр Ильич. То есть после Воткинска его жизнь не была такой уж счастливой, безмятежной, а в Воткинске это было. И мы считаем, что все истоки музыки Чайковского, они все-таки здесь, на Воткинской земле. И это прежде всего книги, которые прочитал маленький Петр с мамой, с папой, с гувернанткой Фанни Дюрбах в Воткинском доме. Та же сказка «Спящая красавица» Шарля Перро, «Щелкунчик» Гофмана и так далее. Это музыка, которая окружала Петра в Воткинском доме. Но и опять же чудесная воткинская природа. Я вам уже говорила, что закаты на Воткинском пруду Чайковский помнил всю жизнь. Вот это все истоки музыки Чайковского. И к нам приезжают как раз-таки почувствовать истоки гениальной музыки. На Лебедином озере, на Воткинском пруду не то что гуси-лебеди и утки не везде. Так почему с Щелкунчиком Орешковым иду, с проснувшейся красавицей к загадочной воде? Или Воткинским Онегиным со здешней дамой пик? Гуляют не товарищи, гуляют господа, и над Господской улицей Чайковского летит не чайка, лебедь белая, волшебная вода. Вот все-таки Воткинский пруд – это источник вдохновения был и для маленького Петра Чайковского, и потом для многих поколений поэтов, художников, музыкантов, которые жили в Воткинске. И вот не случайно пролетела птица над Господской улицей. Да, история Воткинска начинается в далеком 1754 году. В мае 1754 года граф Петр Иванович Шувалов получает разрешение на строительство новых заводов, горо-благодатских заводов. И наш завод был основан в 1757 году и начал работу в 1759 году. Но из чего же начиналась постройка завода в XVIII веке? Конечно, необходима была энергия падающей воды. И вот представьте, трудом тысяч местных крестьян был вырыт пруд. То есть в наш пруд впадают речки Шаркан, Березовка, Абрамовка, Епифановка, ну и, конечно, речка Водка, которая дала название Воткинскому заводу, Воткинску. Но вот с этим названием связано очень много забавных таких случаев. Скажем, Пушкин, когда собирался писать «Капитанскую дочку», он собирался посетить все места, где побывал Емельян Пугачев. А наш завод Емельян Пугачев посетил, сжег церковь деревянную в 1774 году. И вот представляете, Пушкин записал в своей записной книжке: непременно посетить Воткинский винокуренный завод.
То есть название «Водка» дало ему неправильное представление о занятиях воткинцев. Ну вот чего только не бывает в истории. Итак, я вам предлагаю перенестись в век XIX, судари и сударыни. И если бы мы оказались сейчас здесь, на 2 века назад перенеслись, то мы бы с вами оказались на лучшей улице в Воткинском заводском поселке. В те времена Воткинск не был городом, это был маленький поселок при железоделательном заводе. А улица, на которой мы находимся, называлась улица Господская. И на этой улице стояли казенные дома для чиновников Воткинского завода. То есть на этой улице снимали квартиры чиновники Воткинского завода. А лучший дом на улице был дом номер 1. То есть нумерация домов на Господской шла по статусу чиновника, который жил в поселке. Ну и, конечно, лучший дом в поселке для кого? Для начальника Воткинского завода. А кто такой начальник завода в те времена? Ну, это, скажем, как глава или мэр города сегодня. И начальников завода назначали прямым указом императора из Петербурга. И вот в 1837 году Николай I назначает новым начальником Воткинского завода подполковника Илью Петровича Чайковского. И вы догадались, что это был отец-композитор. И вот Илья Петрович приехал в Воткинск 27 марта 1837 года. И он писал супруге Александре Андреевне, которая ждала, чтобы ехать в Воткинск, когда наладятся дороги в России, когда пройдет весенняя распутица. И вот он ей писал, как он въехал на Господскую улицу верхом на лошади. Чиновники полусонные выглядывали из окон и из ворот и смотрели на меня, как на диво. Поскакала передо мной 100 казаков, точно перед Абис Мирзою. И вот отец композитора занимает дом номер 1 на Господской и начинает ремонт к приезду ангела Сашечки Александры Андреевны. Итак, сколько же времени заняла дорога из Петербурга до Воткинска у Ильи Петровича Чайковского, подполковника? Ехал он примерно 3 недели. Вот примерно в такой карете. Конечно, кареты зимой ставили на полозья, чтобы они не увязали в снегу. Ехали целым поездом чиновников. Никто один не решался ехать, это было просто опасно. И вот представьте, едете в карете, позади дорожные сундуки, 3 недели. И на каждой станции Илья Петрович писал хотя бы несколько строчек своей супруге Александре Андреевне. И вот, пожалуй, самое смешное письмо из Казани. Казалось бы, до Воткинска уже совсем близко, и вот он пишет: «Ангел мой Сашечка, дороги у нас в России корытом. Перевернулся 3 раза, 3 дня бороду не брил и чаю не пил. А ты с собой бери наш самовар и чашки, ведь ты известная брезгунья». То есть, представьте, из Петербурга до Воткинска ехали со своим самоваром, с чашками, и вот так располагались на каждой станции. Но вот, наконец-то, в марте Илья Петрович добрался до места будущей службы. Мы оказались возле дома номер 1 на Господской улице, квартира для проживания начальников Воткинского завода и их семей. И повторю, что в 1837 году, в марте месяце, этот дом занимает отец-композитор. Ну а мама Александра Андреевна, она приехала уже летом, когда наладились дороги. И вот в этом доме родители Петра Ильича прожили 11 лет. И вы знаете, они абсолютно не сговариваясь, оба написали в письмах: «Воткинск – это была счастливейшая эпоха в нашей жизни». Вот повторю, что такого абсолютного семейного счастья у Чайковских никогда и нигде больше не было. После Воткинска очень скоро умирает мама Александра Андреевна. Семья как бы распадается. И вот все в письмах вспоминали милый маленький Воткинск. Но этот дом был построен в 1806 году. Изначально он был одноэтажный, деревянный, как все в Воткинске. Ну а через 20 лет после этого прекрасный архитектор Василий Никифорович Петенкин, он решил дом перестроить на дворянский манер.
И вот посмотрите, дом оштукатуривают с двух сторон, и появляется второй этаж, мезонин. И вы видели прекрасное полуциркульное окно. Вот нигде в Воткинске больше такого окна нет. Творение Василия Никифоровича Петенкина, также двухэтажная беседка, Николаевский корпус завода и так далее, и так далее, и так далее. Ну а сейчас я вас приглашаю зайти в музей счастливых воспоминаний. Так мы называем наш музей. Итак, перед нами уникальная фотография семьи Чайковских. Она сделана в 1848 году. Это год отъезда Чайковских из Воткинска. Илья Петрович на этой фотографии уже генерал-майор, выходит в отставку. И после Воткинска была Москва, был Петербург. Потом Чайковские жили в Алапаевске, где Илья Петрович управлял таким же, как Воткинский, заводом. Но повторю, что Чайковские никогда больше не были так счастливы. И все они в письмах вспоминали милый маленький Воткинск. Ну а перед вами еще очень счастливая семья, начальник завода, отец композитора Илья Петрович Чайковский. Мама композитора Александра Андреевна, ангел Сашечка. Позади нее стоит Зиночка, это дочка от первого брака Ильи Петровича, его первая жена очень рано умерла. И Зиночку воспитывала Александра Андреевна. Ну а в этом доме у Ильи Петровича и Александры Андреевны один за другим рождаются 4 детей. И первым в Воткинске родился Николай. Петя – это второй сын. И как раз на этой фотографии Петру 8 лет. И посмотрите, даже на фотографии Петя прижимается к кому? К маме. Всю жизнь Чайковский маму он просто боготворил. И то есть образ мамы – это главный лейтмотив жизни и творчестве Чайковского. Рядом с мамой стоит Сашенька, она была на год младше Петра. И на руках у папы сидит папошник Ипполит, младший сын. Так вот, детей в этом доме воспитывала француженка, гувернантка мадемуазель Фанни Дюрбах. Ее привезла из Петербурга специально Александра Андреевна. И вот как раз Фанни Дюрбах в Воткинске начинает называть Петра стеклянным мальчиком, хрустальным мальчиком. Как вы думаете, почему? Подумала. Ну, очень чувствительный был. Совершенно верно. Он был очень хрупким, очень ранимым. Вот представьте, он любое замечание переживал неделями, поэтому на уроках его просто не ругали, лишь бы он не плакал. И это я к чему? Всю жизнь Чайковский оставался вот таким стеклянным человеком. Вы наверняка слышали, что Петр Ильич был крайне застенчивым, очень деликатным. Он страшно смущался своей славы. И вот, скажем, даже когда после премьеры «Пиковой дамы» в Праге его поклонники понесли на руках от концертного зала до гостиницы, он начал плакать, закрывать лицо руками и кричать: «Это не мне, не мне, матушке России!» И он опять же писал: «Я вырос в глуши и с детства, с самого раннего, проникся красотой лучших черт русской народной музыки». То есть всю жизнь Чайковский сам понимал, что истоки его музыки вот здесь, на родной Воткинской земле. И в этом доме он написал первое свое музыкальное произведение. Итак, в мае 1837 года Илья Петрович принимал на Воткинском заводе будущего Александра II, цесаревича Александра. Александру в то время было всего лишь 19 лет, и он по настоянию отца совершал путешествие по уральским заводам, чтобы собственными глазами увидеть производство. И вот представьте, как к приезду будущего императора готовился отец композитора. Во-первых, интересный факт. Он пишет Александре Андреевне: «Ты должна доехать по дорогам, которые делают специально для Александра». То есть до Воткинска были уложены хорошие дороги. Второе. Илья Петрович пишет: «Я подготовил портфель документов, в коем содержались чертежи машин и проекты реформ. Целый час я докладывал цесаревичу о делах завода, чем его страшно утомил. А потом мы отправились в завод, и я дал поиграться ему со всеми машинами». Но, тем не менее, все проекты были одобрены, в том числе модель пудлинговой печи, первой на Урале.
И вот так появилось у нас пудлингование в Воткинске. Ну и самый интересный факт. На заводе цесаревичу поднесли специальный молоточек, и он один раз ударил по якорю 167 пудов, которые ковали в это время на заводе. Якорь стал считаться императорским, Воткинский завод затеял тяжбу с Адмиралтейством, и через год этот якорь оставили как памятник. Но еще в свите Александра, в огромной свите, был великий русский поэт-романтик Василий Андреевич Жуковский. Мало кто знает, что по первому образованию Жуковский был прекрасным художником. И в путешествиях по России он не просто вел дневник, он вел рисованные дневники. И нам очень повезло, что один из рисунков – это вид на Воткинский завод. Итак, Василий Андреевич вышел на балкон этого дома, и перед ним панорама Воткинска. Она мало изменилась даже в наше время. То есть вы слышите, что он крайне отрывисто, да, звучит, как клавесин. А почему? Это прямострунный рояль, сейчас совсем другие. Итак, вы услышали звучание главного сокровища нашего музея. Это детский рояль Петра Ильича Чайковского. Этот рояль фирмы «Вирт» ему на 12 лет подарила в Петербурге мама Александра Андреевна. Александра Андреевна умерла, когда Петру было 14 лет. До 25 лет он даже вслух не мог сказать слово «мама», то есть его душили рыдания. И вот любая вещь, связанная с мамой, была для него очень дорога. Но я вас немножко рассмешу. Во время реставрации рояля были обнаружены надписи, о которых никто никогда не знал. И оказалось, что вот на этой подставке для подсвечника внизу очень аккуратно нацарапано детской рукой «Петр с Ером дурачина». То есть кто-то звал его поиграть, погулять, а он оставался с лучшим другом. Но мы все говорим, что вот это наше свидетельство, что у нас подлинный рояль Петра Ильича Чайковского. И они еще остались, наверное, эти надписи. Да, все надписи остались. Ну а сейчас на нем играют только музыканты, которые приезжают на родину Чайковского. Прежде всего участники фестиваля. У нас старейший фестиваль классической музыки в России. Итак, перед нами родословное древо Чайковских по отцовской линии. Корни композитора по отцу уходят на Украину. Скажем, его прадедом был украинский казак Федор Афанасьевич Чайка. И только позднее фамилия украинская Чайка стала писаться на дворянский манер, и Чайки превратились в Чайковских. Но отмечу, что род Чайковских не прекращается, несмотря на то, что у самого Петра Ильича детей не было. В наш дом очень часто приезжают потомки Александра Ильиничны. Это правнучатые племянники Петра Ильича, скажем, Георгий Ефимович Давыдов, Лев Ефимович Давыдов, их сын, их внук. И они создали даже галактику городов Чайковского. То есть это их миссия – нести имя Чайковского на земле. В галактику городов Чайковского входят все города, связанные с жизнью и творчеством Петра Ильича. Не так давно у нас побывали потомки Николая Ильича Чайковского. Как ни странно, они продолжают служить в РЖД. Николай Ильич занимался железными дорогами в России. Многие потомки живут и за границей. То есть связь с потомками Петра Ильича мы поддерживаем. Илья Петрович был прислан сюда как начальник управления заводом, государственным заводом. И как государственный служащий он получил это помещение, эту усадьбу на время своей службы с неплохим годовым окладом по тем временам. Но в то же время и по освоению, он был прислан как специалист по освоению производства пудлингового железа. Ему же в помощь были выписаны англичане, Самуэль Пен, специалист по горнорудному делу, который, как, в общем-то, и принято, как все экспаты, в нынешнее время получал гораздо больше, чем государственный служащий. Это, кстати, традиция сохранилась и по сей день.
насколько я знаю. И под его руководством было освоено это производство. И впоследствии они освоили сложное производство. Был первый произведен Астробат, первый железный пароход, на котором сын Петр Ильич Чайковский совершил свое плавание. Вот. На что жалуется, что пароход сей медленный, всего 2 версты в час совершает. Но это было достижение. И считаю, что как бы сын гордился отцом, я думаю, вот, как специалисту. Вот его рабочий кабинет, и думаю, здесь кипела жизнь, приходили специалисты, решали вопросы, думаю, собирались и инженеры, и конструктора того времени, и мастеровые. Вот. Здесь была, наверное, рабочая атмосфера, и люди работали до поздней ночи. В Москве моя знакомая Ирина нашла книжку иммигрантов, которые уехали в Сан-Франциско, именно из Воткинска, в ту волну, когда после восстания с Колчаком ушло почти 30 тысяч жителей этого района, Воткинска и Воткинского района, а это почти половина проживающих. И вот они издали эту книгу об эмиграции. И я подумал, да, это коррелирует со мной, вот люди тоскуют, и даже я, поездив уже почти 20 лет по миру, вот вспоминаю этот Воткинск, этот город и эту землю. И думаю, когда-нибудь, если мне удастся туда попасть, в те края, сделаю отдельный фильм про миграцию.